Здравствуйте! Предлагаю сегодня в течение ближайших 15 минут поговорить о теме, которая, можно сказать, не сходит в последнее время со страниц российских газет. Я имею в виду о том, грозит ли российскому Дальнему Востоку и Сибири китайская экспансия. Для того, чтобы, так сказать, войти немножко в эту тему, предлагаю вам познакомиться с результатами социологического опроса жителей дальневосточных регионов. Итак, 54% из них назвали экспансию Китая на Дальнем Востоке реальностью. 46% опрошенных считают, что экспансионистская политика Китая представляет главную угрозу интересам России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И только 18% заявили, что они не верят в китайскую экспансию. Ну а что по этому поводу думаете вы? Мы предлагаем вам сегодня высказаться по этому поводу с помощью СМС. Ну а я тем временем коротко расскажу о наиболее заметных событиях в столице нашей республики в последний день. Сегодня завершилось заочное голосование членов Совета директоров Якутскэнерго по поводу вхождения этой компании в две дальневосточных компании. Одна так называемая генерирующая, а другая передающая. С этой целью Якутскэнерго планирует передать уставные капиталы обеих этих компаний примерно имущество примерно стоимостью в 3 миллиарда рублей, а также 150 миллионов рублей наличными. Наследники народного художника Якутии Тимофея Степанова, как пишет об этом сегодня газета «Наше время», выступили с обращением к президенту Штырову. Они требуют, чтобы вице-президент Акимов извинился перед ними за ту несанкционированную, как они считают, выставку копии работ своего родственника, которая была устроена в Сунтарах во время четвертых спортивных игр народов Якутии. Наследники считают, что вице-президент не имел права этого делать и требует в связи с этим, так сказать, мирового соглашения в виде публичного извинения, во-первых, вице-президента, а во-вторых, компенсации морального и материального ущерба, который наследники понесли. Накануне в одном из пригородных лагерей отдыха Якутска завершился слет городского объединения «Горожанин», а тем временем в Якутске сегодня уже после обеда закрылись спортивные игры детей в столице нашей республики, которые проходят уже не первый год под девизом «От дворовой команды к детским международным спортивным играм «Дети Азии». Что касается СМС-голосования, то сегодня мы зададим вам еще несколько вопросов. Ну а я тем временем хочу представить слово главному моему собеседнику по этой теме, по проблематике китайской экспансии, Агамали Мамедову. На мой взгляд, все-таки это тихая оккупация, да, потому что в истории есть примеры, когда соседние с Китаем странами постепенно осваивались вот этим хуатяо, китайцами, живущим за рубежом. Если китайская компартия неоднократно заявляет, что она ни на кого не нападала, на самом деле в течение 500 лет Китай не вел никаких захватнических войн. Но постепенно вся территория, которая была вокруг Китая, она мягко осваивалась китайской миграцией. И через некоторое время это китайское население становилось больше, чем местное население. Эти государства, будучи фактически независимы, но они, скажем так, содержались за счет китайцев. Вот интересная деталь. У нас достаточно известный советолог, исследователь есть Джерри Хоффа. И когда рухнул Советский Союз, мы с ним разговаривали, он просто рыдал. Я говорю: Джерри, в чем случилось, что проблема в том, что, наверное, ни о чем будет писать? Он говорит: да нет, как вы не понимаете, что 21 век это будет век конфликта Китая с Соединенными Штатами. И Советский Союз, как большая держава, она могла лавировать между ними, она могла выполнять функции, скажем так, баланса определенного. Да? А Россия это 67% территории Советского Союза, 56% экономики Советского Союза. И она не является той мощной державой, которая могла бы между ними балансировать. По данным Госкомстата Российской Федерации, примерно на 12,5 тысяч человек возрастает численность китайской диаспоры в Российской Федерации. Наверное, поэтому руководители ряда дальневосточных регионов достаточно спокойно относятся к этому явлению. Считают, что оно как бы малозначительно. В частности, губернатор Хабаровского края Ишаев в недавнем интервью газете «Ведомости» заявил, что китаизация его региону не грозит. Примерно такой же позиции придерживается и губернатор Приморья Сергей Дарькин. Хотя вполне возможно, что оба руководителя, помимо прочего, еще и решают какие-то свои хозяйственные, скажем так, проблемы. Если взять восточную границу Монголии с Россией и до Владивостока, который в последнее время в китайских картах все больше и больше называется Шанхайхэ, то у нас, если взять ширину 200 километров, у нас там живет 1,5 миллиона людей. На китайской территории живет 287 миллионов людей, на той же части. И здесь срабатывает уже элементарный закон физики. Сообщающие сосуды, если эта территория не осваивается, она должна осваиваться, по мнению некоторых исследователей, из-за рубежа. Вы понимаете, та демографическая яма, в которую мы впали, она на самом деле носит характер жутчайшей катастрофы. У нас ежегодно сокращается население на 800 тысяч. Ежегодно. У нас единственная страна в мире, где пенсионный фонд находится на дотации государства.
Во всем мире все строят за счет пенсионных фондов. Это самые длинные деньги. Дороги, жилье, мосты строят за счет пенсионных фондов. А у нас пенсионный фонд находится на дотации государства. Почему? А потому что впервые с 2014 года у нас сложилась такая ситуация, когда детей меньше, чем пенсионеров. У нас только чтобы содержать пенсионный фонд в нормальном состоянии, необходима миграция 700 тысяч рабочих ежегодно. Понимаете, миграция – это приезд. Приезд, да. То есть, вы понимаете, демографическая яма, да, то есть проблему все обозначили. Есть два выхода. Первый выход, чтобы каждая российская семья рожала по 3 детей, что неестественно. Мы должны признать, что наступает какая-то определенная, кризис урбанистической культуры, кризис западной культуры, где, вы знаете, заводить детей уже, это мешает комфорту, да? Или же завозить мигрантов. Вот у нас есть такой исследователь, демограф, с которым я постоянно, так сказать, полемизирую, Занчковская, который пишет, что для поднятия сибирской деревни необходимо в Сибирь завести 18 миллионов китайских крестьян. Я спрашиваю, простите, мы что поднимаем? Мы поднимаем сибирское сельское хозяйство или поднимаем, скажем так, китайских фермеров? Есть другая крайность. Никакие мигранты нам не нужны, мы сами справимся. Но надо быть реалистами. Истина, как всегда, между крайностями, да? И, конечно, надо делать все для улучшения рождаемости, все для улучшения здоровья нации и одновременно завозить мигрантов. Но как? Мы вообще прогнозируем, что 21 век это будет век торговых войн за мигрантов. За мигрантом будут биться, за мигрантом будут бороться. Все. Но за какими мигрантами? За мобильными, образованными, качественно, скажем так, это ином состоянии мигрантов, и они должны быть мобильными. И вы понимаете, получается так, что рынок-то миграции особо-то, знаете, уже исчерпан. Турки предпочитают ездить в Европу, индусы предпочитают ездить в Англию, в Соединенные Штаты, да? А остается кто? Китай, Йемен, Сомали, Пакистан, Афганистан, да? Скажем, не самая качественная рабочая сила. И поэтому мы должны этот поток сделать регулируемым. То есть как? Если люди хотят приехать работать в Россию, ради бога, контракт, срок, профессия, имущественный, образовательный ценз там и так далее. А пока то, что происходит, это неконтролируемый поток мигрантов из Китая, честно говоря, он заставляет, так сказать, сильно усомниться в перспективах нашего Дальнего Востока и Сибири, да, мягко так скажем. Вы имеете в виду сохранение суверенитета? Даже так. И следующий беспокоящий фактор, это, знаете, как бы безразличие или что ли соглашательство, компрадорская, скажем, психология наших руководителей. Если в середине 90-х годов они на самом деле говорили о китайской экспансии, очень много было в газетах статей, что не хотим, чтобы в Москве был Чайна-таун, что в других городах был Чайна-таун. А сейчас, знаете, все больше и больше, так сказать, говорят о плюсах китайской миграции. Да, плюсы несомненно и так далее. Но плюсы от, скажем, от содружества с крупным бизнесом, от содружества с крупной, скажем так, китайской творческой интеллигенцией, банковской интеллигенцией, да, то есть это бизнес-интеллигенция, а к нам-то, простите, приезжает не банковская интеллигенция, к нам приезжают не банкиры, к нам приезжают не бизнесмены и так далее, да? Великий шмоточный путь, так назвал один из российских публицистов нашествие челноков из Китая на Дальний Восток Российской Федерации. И надо сказать, что этот образ вполне вписывается не только в метафоричный язык китайских политиков, но и саму концепцию, разработанную в руководстве Коммунистической партии Китая еще в 80-х годах прошлого века. Вместе с тем нам необходимо помнить о завещании Дэн Сяопина, которое, в принципе, никто не отменял, его завещание съезда Компартии, да? Ему было, так сказать, два таких постулата. Первое поколение китайцев: будьте мирными, паситесь как овцы, готовьте площадку для драконов. Мы это видим. Мы видим, что они просто работают, готовят плацдарм, готовят площадку уже для более крупного предпринимателя. Да? И второе, что дракон должен ориентироваться по 5 хребтам и 2 светящимся огням. 2 светящихся огня — это Красноярск и Иркутск, да? А 5 хребтов, кто знает, может быть, в том числе и Верхоянский. Вот это должно, мне кажется, очень сильно нас беспокоить. На мой взгляд, все-таки это тихая оккупация, да, потому что в истории есть примеры, когда соседние с Китаем странами постепенно осваивались вот этим хуатяо, китайцами, живущими за рубежом. Если китайская компартия неоднократно заявляет, что она ни на кого не нападала, на самом деле в течение 500 лет Китай не вел никаких захватнических войн. Но постепенно вся территория, которая была вокруг Китая, она мягко осваивалась китайской миграцией. И через некоторое время это китайское население становилось больше, чем местное население. Эти государства, будучи фактически независимы, но они, скажем так, содержались за счет китайцев. Вот интересная деталь. У нас достаточно известный советолог, исследователь есть, так, Джерри Хоффа. И когда рухнул Советский Союз, мы с ним разговаривали, он просто рыдал.
Я говорю: Джерри, в чем случилось, что проблема в том, что, наверное, ни о чем будет писать? Он говорит: да нет, как вы не понимаете, что 21 век это будет век конфликта Китая с Соединенными Штатами. И Советский Союз, как большая держава, она могла лавировать между ними, она могла выполнять функции, скажем так, баланса определенного, да? А Россия это 67% территории Советского Союза, 56% экономики Советского Союза. И она не является той мощной державой, которая могла бы между ними балансировать. Не так давно независимая газета опубликовала статью под красноречивым заголовком «У Сибири желтое лицо. Китайская экспансия в Иркутске принимает необратимый характер». Ее автор утверждает, что в Китае примерно с 1989 года прошлого века еще отрабатывается теория, согласно которой Китай постепенно должен будет занять все-таки территорию Дальнего Востока России и Восточную Сибирь. И причем должно происходить это по замыслу его авторов вот этой концепции постепенно. И в частности сейчас китайцы стремятся приобретать в собственность земельные участки, включаться в различные коммерческие компании и так далее, и так далее. Госсовет КНР в связи с этим в свое время принимал даже закрытое постановление, в котором рекомендовал органам местной власти при граничных районах всячески содействовать тому, чтобы вот этот процесс набирал обороты. Надо сказать, что эта концепция, в общем-то, в Китае это принято, в общем-то, закрытый характер носит, однако в печати, в открытой печати китайской, она в определенной степени даже легализована. И получается, что должна вот эта концепция реализоваться в несколько этапов. Во-первых, китайцы должны стать, ну, если не самой массовой, то одной из наиболее крупных группировок национальных в ряде российских дальневосточных регионов. Затем получить на этой основе национальную автономию, а со временем и какой-то статус, ну, скажем, национальной республики. После чего Китай может уже совершенно спокойно поставить вопрос о том, чтобы эта территория стала, так скажем, самоопределилась и превратилась либо в самостоятельное государство, либо стала одной из провинций Китая. Вот такая концепция отрабатывается. Между тем, Агамали Мамедов уверен, что китайцы вот с помощью миграции в Российскую Федерацию решают и еще одну свою, в общем-то, перспективную, скажем так, проблему. Даже проблема не в китайцах. Я с очень большим уважением отношусь к Китаю, к китайской культуре, к китайской истории. Это удивительная нация. Это удивительная нация, которая совершила, ну, скачок немыслимый для нас и так далее. Да? Но мы забываем, что ни одно развитие не будет бескризисным. И в 2020 году Китай ожидает жесточайший кризис. Почему? Понимаете, на чем держится благополучие Китая? Ну, во-первых, трудолюбие. Во-вторых, конечно, сверхпрагматичное, умное руководство. Но далее экономические факторы. Дешевизна электроэнергии, дешевизна рабочей силы и отсутствие социальной системы. Ведь мы же забываем, что в Китае нет пенсионного обеспечения. И вся их экономика держится за счет того, что у них нет системы социальной защиты населения. У них нет пенсионного обеспечения. Но согласно конфуцианской модели, содержать родителей – это престиж, это дело чести, это обязанность каждого китайца. Пока так, да. Но уже 2 поколения китайцев растет один ребенок при 2 родителях. Дети растут эгоистами. Китаю все больше и больше навязывается западная система социального обеспечения, западная система комфорта. И вот будут ли они содержать своих родителей так же, как содержали предыдущее поколение, это большой вопрос. И китайцы подсчитали, что в 2020 году у них начнется демографический кризис. Что надо делать? Деньги вкладывать в демографическую ситуацию. И второе, экспортировать излишнюю ненужную часть пожилого населения. Вот вы обратите внимание, те китайцы, которые приезжают в Россию, тогда, это, как правило, за 45-50 лет. Это те люди, которые в 2020 году станут пенсионерами. Этот сигнал, который меня очень сильно тревожит. И данные еще одного социологического опроса. 71% опрошенных жителей Дальнего Востока признают отношения со своим южным соседом хорошими, так они их назвали. 9% назвали эти отношения даже очень хорошими. 4-5% жителей положительно относятся к постоянному проживанию китайцев на территории России. 25-33% жителей согласны допустить китайцев и на временную работу. Ну а что будет дальше? Превратится ли красивая китайская метафора относительно золотого дракона, смотрящего на север, либо ласкового тигра, который готовится, так сказать, к прыжку все в том же направлении? Превратятся ли вот эти все метафоры в кошмар для России? Ну, об этом, конечно же, на самом деле узнает только будущее поколение россиян. Ну, при условии, что в это время, вот сейчас, никто ничего предпринимать в этом направлении не будет. До свидания.